Вот с этой пробирочки, где у нас выпал осадочек, мы должны взять капельку вот этого осадочка, вот так, и наносим на препаровальное стекло вот таким вот методом. Вот таким образом микробиолог проводит фитоэкспертизу, чтобы выявить какие-либо заболевания семян. Что мы определяем? Значит, все виды головневых заболеваний, то есть пыльная, головня, твердая головня, споры, ржавчины, септориозы, альтернариоза, пеницилл, аспергилл, очень много заболеваний всевозможных. Татьяна Цукумова показывает на примере, каким образом проводится экспертиза семян. Высыпаем вот в пробирочку, вот так, эти 100 семян, и заливаем водичкой. Вот заливаем водичкой 10 миллилитров водички. И в течение 5 минут мы делаем обмывку этих семян. То есть пыль, грязь, все, что находится на этих семенах, мы вот этим водичкой смываем в течение 5 минут. Затем микробиолог сливает мутную воду в отдельную пробирку и ждет, пока на дне появится осадок. Берем, наносим каплю этого осадка мутного на препаровальное стекло и рассматриваем под микроскопом. Это позволяет увидеть даже мельчайшие споры грибков и бактерий, которые могут повредить будущие посевы. За соседним столом проводится проверка качества зерна урожая. Этот вот аппарат, он определяет качество клейковины, белок и влагу. Вот такой анализ проводит на примере зерна пшеницы. Вот в таком вот виде зерно. Это у нас помол пшеницы. Мы на мельнице измельчаем пшеницу, секунд 40 измельчаем пшеницу. И этот помол мы ставим, вот у нас идет до этой отметки, мы заполняем чашу, закрываем ее крышкой и ставим на аппарат. Вот, у нас есть возможность также выбрать продукт, в зависимости какая культура. Это может быть подсолнечник, может быть ячмень. На данном этапе у нас пшеница. Вот, дальше мы нажимаем уже «Измерить» кнопку. Все. Теперь ждем 5. Проведенный анализ показал, что все семена соответствуют норме. Перед осенним севом каждая партия посадочного материала проходит строгую проверку. От качества семян зависит, каким будет урожай. Мария Амбата, Магаз 24.